Действительно, последнее время, да и в принципе, наверное, всегда вопрос легионеров в казахстанском футболе был очень интересен для всех, не только для футбольной общественности. Что касается нашего клуба, то мы солидарны со спортивным руководством страны по установлению лимитов, определенных сдерживателей, по их участию в чемпионате Казахстана. На предстоящий сезон в нашей команде планируется уменьшение легионеров в сравнении с прошлым годом. То есть мы будем плавно переходить под определенные лимиты. Если лимит позволяет участвовать 12 легионеров, то мы планируем 9-10 легионеров заявлять на сезон 2025 года, что значительно меньше в сравнении с прошлым годом. Да, Рашид Абубакар присоединился нам в январе месяце. Тренерский штаб его не то чтобы одобрил и его хотел на определенную позицию, чтобы он защищал цвета нашего клуба. В то же самое время он находился на контракте в своем действующем клубе. После определенных переговоров мы пришли к соглашению. Трансферная стоимость, ценообразование этого трансфера достаточно легко объяснимо. В том чемпионате, где он играл, 10 тысяч евро за каждого легионера каждый клуб платит. То есть они вычли эту сумму, точнее учли расходы на его содержание, зарплату и 10 тысяч евро дополнительные, которые тот прежний его клуб должен будет оплатить за нового легионера. Но хочу сказать, что зарплатная ведомость этого футболиста, она, скажем так, низкая, если сравнивать по рыночной стоимости в чемпионате Казахстана. И в целом по трансферам я могу сказать, что приобретение либо продажа игроков и каждого клуба – это нормальный спортивный процесс. В прошлом году мы реализовали трансфер футболиста Браги в венгерский клуб Дебрецен за достаточно серьезную сумму. В этом году приобрели в 2,5 раза меньше футболистов, в принципе, на ту же самую позицию. Это нормально, соизмеримо. И более того, я могу твердо сказать, что трансферная политика этого межсезонья в Ордабасы, она самая низкобюджетная именно в истории нашего клуба. Да, конечно, казахстанские футболисты для нас, то, что не хочу лозунгами говорить, но хочу напомнить, что в прошлом году в Ордабасы наш клуб был, наверное, на первом месте по участию казахстанских игроков в стартовом составе. Чемпионат на каждый матч выходило 5 и более человек с казахстанским паспортом. В этом году мы будем сохранять этот вектор, эту траекторию. И с гордостью можем сказать, что в нашем клубе мы планируем заявить 10-11 именно местных воспитанников шимпенского футбола. Я думаю, ни один другой клуб этим похвастаться не может на данный момент. Эта инициатива, и не то чтобы инициатива, это данность, это то видение, которое видит руководство города, и то требование, которое нам ставится от болельщиков города. Сложно ответить одним вопросом, почему. Это совокупность. Это комплекс решений и со стороны клуба, со стороны его акционера, со стороны его заинтересованных участников и в том числе со стороны тренера. Все необходимые пункты совпали. Это как задачи командные, формирование команды, коллектива, философия игры, что немаловажно, финансовые возможности. Две стороны устроили, мы пришли к соглашению, которое, надеюсь, будет взаимовыгодным для обеих сторон. Да, безусловно, для нас большая гордость, что мы не просто будем носить форму ПУМ, а в качестве партнеров выступим с предстоящего сезона и на ближайшие несколько лет в форме этого мирового бренда. Пума, выступая партнером, предоставляет определенное финансовое вложение, выражающееся в экипировке, и тем самым это значительно упрощает и оптимизирует наши расходы и дает возможность одеть всех одинаково от основной команды до детской и групп подготовки женских команд. То есть на ближайшие годы мы будем выступать в ПУМе, и это для нас большая радость, так как мы являемся партнерами.